Картошечки мои, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы продолжаем игру Бенди и чернильная машина. Глава вторая, старая песня. Мы уже с вами прошли первую главу. Если не видели, посмотрите. Вот. Ай, моя голова, что произошло? В общем, в первой серии мы починили чернильную машину, и оттуда выбрался какое-то непонятное существо. Как будто бы это был монстр, больше похожий на какого-то хаги-ваги. Вот. И сейчас нам надо выбраться из этой фабрики чернильного какого-то производства рисунков, что-то там такое. Наш главный герой, он раньше здесь работал, его пригласил сюда его друг, чтобы что-то показать. Но что-то пошло, как всегда, не так. Так, давайте осмотримся. А что у нас там? Посмотрим. Вау. А здесь, походу, судя по всему, тупик. Мы здесь никак не пройдем. Да. Интересно, я еще хочу посмотреть, как выглядим мы. Интересно, нас покажут. Потому что мы вообще кто? Мы человек. Может, мы тоже что-то связано с... Здравствуйте. Что-то связанное с чернилами. He will set us free. Он хочет сделать нас свободными. Вроде так, да, переводится, если я не ошибаюсь. Как это место стало таким большим? Голос Сэмми Лоуренс. Он появляется из тени, чтобы пролить свои сладкие благословения на меня. Чернильное изображение сияет в темноте. Я вижу вас, мой спаситель. Я молюсь, чтобы вы услышали меня. Те старые песни, я их все еще пою, ибо я знаю, что вы придете, чтобы спасти меня, и я перемещусь в ваши любовные объятия. Но любовь требует жертв. Можете благословить меня? Что-то опять связанное с богами, с какими-то жертвоприношениями. В общем, наш друг, наверное, я не знаю, как его назвать, сошел с ума на этой теме и решил воскресить вот этих персонажей, вот этого человечка. Помните, еще в первой серии был тоже какой-то а-ля Гуфи. Он его оживил и потом убил. Вот это непонятно. Вы меня слышите? Извините, вы можете мне помочь? Кто-нибудь? Это кто? Куда, черт возьми, он подевался? What? Ой, извините. Мы все выпили. А если все выпить? О, он восстановился? Вау. Смотрите. Это как? Что за... Эти двери нужно как-то запитать, где-то недалеко должны быть выключатели. Может, тогда я сумею открыть их. Запитать ворота. Найти 3 переключателя. Окей. Давайте посмотрим на эти переключатели. Точнее, найдем их. Что же нас ждет? Какие-то чернильные монстры нас будут поджидать? Или что? Картонка самовосстанавливается. Так. Опа. Кушац. Кушац. А где мы видели то, что нам надо?
Давайте-ка все внимательно обследуем, посмотрим. Может, здесь открыто? Нет. А что это за гробы? Чьи это гробы? Кто здесь лежит? Может, они пустые? Что вообще происходит? Что за пентаграммы? Как будто наш друг Джой хотел оживить этих персонажей, сделал какое-то жертвоприношение и... О! А! И у него что-то пошло не так, в этих человечков вселился дьявол, либо демон. В общем, как всегда. Вот, смотрите, последний, кажется. Поднять ворота. Окей. У меня топор. Кто это там так дышит? Тяжело. Здесь как-то темно. Что за шум? Сэмми Лоуренс. Сначала Джоуи устанавливает эту чернильную машину над нашими головами, затем она начинает течь. Три раза в прошлом месяце мы не могли даже выйти из нашего отдела, потому что чернила затопили лестничную клетку. И что решил Джоуи? Периодически спевать чернильный насос. Теперь этот уродливый переключатель насоса стоит прямо в моем кабинете. Люди заходят и выходят весь день. Спасибо, Джоуи, это то, что мне было нужно. Просто отвлечься. Эти глупые мультяшные песни не пишутся сами, вы же понимаете? Окей. Здрасте. А это что? Ноты? Песни. Ой. Ой, я нечаянно. Я не думала, что что-то сломается тут. Но что-то связанное будет сейчас с песнями? Ship Songs. Бендин. Овечья музыка. Вис Борис the Wolf. Его зовут Борис. Борис. Боря. О, бедный Борис. Что же с тобой сделали, Борис? Так, там было какой-то рычаг. Смотрите. Bendy in with Alice Angel. The things she dances. Sent from above. Алиса какая-то, ангел. Так, дверь закрыта здесь. Вай. Вот это как-то очень стрёмновато. Норман Полк. Каждый день происходит одна и та же странная вещь. Я нахожусь в моем кабинете, группа играет, и вдруг Сэмми Лоуренс просто заходит, марширует, и все останавливает. Говорит, что вы должны ждать в коридоре. Я слышу, что он делает. Он включает мой проектор, а затем выскакивает из кабинки и бежит вниз в студию звукозаписи, как будто маленький дьявол гонится за ним. Несколько секунд спустя проектор выключается, но Сэмми долго не выходит. Это странный человек, сумасшедший со странностями. Я не прочь поговорить с мистером Дрю об этом, но опять же, я должен признать, что у мистера Дрю есть свои особенности. Ой, блин. Ничего себе, какой огромный этот голова. А что-то, смотрите, здесь не работает, ничего не показывается. Как меня вот эта штука напугала. Неожиданно было. Мусорка. Так, пойдемте-ка включим этот рычаг. Что будет? Кажется, лестничный проем затопило. Если я хочу отсюда выбраться, мне нужно найти способ убрать чернила. Остановить потоп чернил в лестничном пролете. Смотрите, там якобы написано «выход». Ну, конечно же, это будет не выход.
Кто это? О! Ой, ой, кто это? Кто это? Ой, мамочки, кто это? Ой, ужас. А! Что тут появилось, смотрите. Какой-то мультик показывается. Что это за монстры? Я же говорила, какие-то монстры будут. Ужас. Вау. Ой, как хорошо, что у нас есть топор. Вау. А я туда не могу попасть? Запись. Что-то записывается. А, мы можем теперь войти. Что за музыка? А что за... О. Юзи Кэмпбелл, может, это только и мой второй месяц работы на Джоуи Дрю, но я уже точно могу сказать, что мне здесь понравится. Кажется, людям действительно нравится мой голос, ангел Алисы. Сэмми говорит, что она, возможно, будет такой же популярной, как и Бенди когда-нибудь. Последние несколько недель я озвучивала все подряд, от говорящих стульев до танцующих куриц. Но это первый персонаж, с которым у меня есть действительно связь, как будто она часть меня. Алиса и я, мы добьемся многого. Слушайте, это очень похоже, знаете, на что? Как будто бы этих людей взяли их души и вселили в этих персонажей, в эти чернила. Вау, у нас тут что-то будет связано с музыкой. Надо, наверное, как-то по очереди нажимать на эти инструменты. В записи там что-то было указано насчет проектора. Возможно, это подсказка. Давайте еще раз посмотрим, что там. Больше же не будут вылезать. О, дверь открылась. А тут же вроде закрыто было, если я не ошибаюсь. Вау. Лазарет, смотрите. Что у нас здесь? Ой, а здесь, кажется, затоплено все. Мы туда не попадем. Вау, и тут тоже открыто. Так, happy, sad, disgust, angry. Do you let Joy see this? По нему даже непонятно, у него нет каких-то определенных эмоций, у него все лицо в одном и том же состоянии. Вау, это что? Здесь, смотрите, тоже он прорвало трубу, все затоплено. Отлично, вот и выключатель насоса, но утечка слишком большая и блокирует дверь. Если бы я только мог остановить поток чернил, я бы мог пробраться внутрь. Уолли Фрэнкс. Итак, я иду на днях за моей пыльной кастрюлей в кладовку. И угадайте что, я не могу найти мои дурацкие ключи. Они как будто растворились в воздухе. Или что-то в этом роде. Думаю, что они упали в мусорный бак, когда я обходил территорию на прошлой неделе. Я надеюсь, что никто не расскажет Сэмми, потому что если он узнает, что я снова потерял ключи, меня выгонят отсюда. А почему ты не можешь разбить стекло? О. Чекпоинт. В общем, нам надо найти ключи, которые потерял Уэлли, кажется. Или Уолли, непонятно. Он обронил их, как он говорит, в мусорный бак, когда обходил. И где-то, скорее всего, мусорка, где-то валяются ключи. Наш главный герой, к сожалению, не может присаживаться. Нам надо обойти сейчас все мусорные баки и найти ключи. Смотрите, мы нашли ключи. О, наконец-то.
Ужасные звуки здесь. Каждый творческий человек нуждается в убежище. У Джо и Дрю есть свое, и у меня есть мое. Чтобы зайти, нужно всегда лишь знать мою любимую песню. Барабан торжественно гремит, банджо бренчит, поигрывая. Барабан снова издает эхо, бас поет отчетливо. Спойте мою песню, и мое убежище откроется для вас. Барабан торжественно гремит. Хорошо, сейчас сделаем, покушаем сначала. Так, барабан торжественно гремит, банджо бренчит, поигрывая. Барабан снова издает эхо, бас поет отчетливо. Барабан, банджо. Давайте попробуем. Чувствую, что я должен что-то здесь сделать, но мне кажется, что мне чего-то не хватает. Да, и чего же? Может, надо включить проектор, как говорилось в записи. И за это время нужно, наверное, успеть сыграть мелодию. Смотрите, мы открыли. У нас получилось с первого раза. Мы молодцы. Ой, какие страшные звуки здесь. Sing a happy song, whistle and merry time, tune, wait for his arrival, he's coming very soon. Спой счастливую песню, что-то там, и он скоро придет. Окей. -1. Найти второй вентиль. Мне не нравятся эти звуки, знаете ли. Смотрите, там кто-то стоит, и он более-менее какой-то такой настоящий, как будто бы. Ой! Ох, это ты призвал своих дружков? Ты сам-то ко мне не хочешь спуститься? Ты... Слушай, какая у него фигура. А ты чел сасный. Чел. Здорово. Как дела? Все? А если к нему побежать? Он исчезнет, наверное, да? А, он же не здесь вроде бы. Окей. Так. Какая у нас сейчас цель? А, найти второй вентиль надо точно. А где мы видели второй вентиль? Так, а я уже не помню, где мы видели. Давайте сначала здесь осмотримся на этой локации, потом пойдем назад. В принципе, ничего страшного. Да. Please wait. О нет, вентиля здесь нет. Куда он делся?
Мы что-то открыли. Что это? Down here well sinners. Кто это? Вот эта штука держала вентиль. The ship will come to slaughter. Допустим, мы поняли, что там было написано. Овечка, что-то там такое было. Ой, я не могу залезть, к сожалению. А, вот могу. Джейк Фейн. Я люблю тишину, и ее очень трудно достичь в эти напряженные дни. Конечно, здесь может ужасно вонять, но это просто идеальное место для такого старого лирика, как я. Песни Сэма всегда были немного формальны, но если бы я не уходил иногда, у них никогда не было бы подходящих слов, поэтому я сохраню мой ум поющим и мой нос закрытым. О, аптечка. Я так поняла, этот беконовый суп наша хилка. О, отдай ветель. Ты, чел. Чел. Отдай, чел. Ты. Видишь? О, спасибо. Эй, я думала, я тебя поймала. А вот, смотрите. Вот, я же с первого раза уже так сделала. Его надо было 2 раза, что ли, стукнуть? Странно, конечно. Ну ладно. Так, бежим обратно. За поворотом скрывается страх. Бойся его. И сейчас нам, наверное, опять помешает кто-нибудь, как обычно. Хорошо, думаю, это поможет. Все, возвращаемся. Ура, помогло. Более-менее. It's time to believe. Время верить. Пора изящно и аккуратно. Мы же не хотим, чтобы наши овцы разбежались, не так ли? Нет, не хотим. Должен признать, я польщен, что ты проделал весь этот путь, чтобы увидеть меня. Вы посмотрите на его фигуру. То, что я сделаю сейчас, может показаться жестоким. Но верующие должны почитать своего Спасителя. Он должен меня заметить. Подожди-ка, ты мне кажешься очень знакомым. Твое лицо. Не сейчас. Наш повелитель вызывает нас, моя маленькая овечка. Пришло время жертвоприношения. Вот я про что и говорила. Итак, тогда я наконец-то буду свободен от этой тюрьмы, этой чернильной темной пропасти, которую я называю телом. Тихо. Послушай. Я слышу его, как он крадется. Итак, начнем. Ритуал должен быть завершен.
Скоро он услышит меня. Он нас освободит. Ну, вы, в принципе, поняли суть. Как таковую. Спасите. Овцы, овцы. Пора спать. Отдыхайте. Пора в кровать. Утром вы можете проснуться. Или утром вы будете мертвы. Услышьте меня, Бенди. Восстаньте из тьмы, восстаньте и примите мое предподношение. Освободите меня, я умоляю вас, я вызываю вас, чернильный демон, покажитесь и примите эту дрожащую овечку. Нет, мой лорд, отойдите, я ваш пророк. Я ваш... Походу, кто-то попался сам. Спасите! О, блин, мы топор-то не взяли. Походу, мы сейчас заново начнем. Где наш топор? Смотрите, мы умерли. Ой. Ой. Я думала, это... Что это? Мы рождаемся заново? Вау. What the hell? Вот он. Нашла. Так, туда, наверное, не пройти. Может, сюда надо? Топор сломался? Нет. Куда идти? Жесть. Нет. Спасите. Помогите. Я надеюсь, я правильно бегу. Да что ты будешь делать? Интересно, что вот это вот он говорит? Почему это не озвучили, не перевели? Вот так вот и получается. Очень интересно, что нам дают второй шанс. Точнее, конечно, уже третий, ну ладно. Ой, извиняюсь. Что-то мы не то сделали. Экзит здесь, в этой стороне. Мы не в ту сторону побежали. Все. Опа. Что такое? Лифт? Здесь есть кто-нибудь? Я знаю, здесь кто-то есть. Выйдите и покажите себя. Это Борис, походу, да? Борис? Я же говорила. Он нам будет помогать? Скорее всего, так, наверное. Глава 3. Взлеты и падения. Так, ну что ж, мы с вами прошли наконец-таки 2 главу. И мы встретили Бориса. Покинуть помещение. Так, ну все, ребята. Покинем помещение уже в следующей части. Мне очень сильно понравилось, особенно в конце. Мой немножко такой небольшой был тупизм. Ну ничего, думаю, ничего страшного. Все, спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, если вам понравилось что-то. Или вы, может быть, хотите поделиться своим мнением. Все, всем спасибо, всем удачи и всем пока.